Очередная правительственная делегация в Джугурку-Кенеш по случаю презентации проекта бюджета на 2015 год в составе всего кабинета министров больше напоминала целое стадо козлов отпущения. Это параллели. Здравствуйте. Премьер-министр Жомарт Атарбаев с присущим ему нордическим спокойствием еще раз напомнил о тяжелом положении экономики страны, которое в ближайшие 2-3 года будет только ухудшаться. Министр финансов Ольга Лаврова предупредила депутатов, что брать деньги в долг дальше не целесообразно. Кыргызстан приблизился к критической отметке суммы внешних заимствований в 60% от ВВП. Но не это, а несколько декларативный характер проекта бюджетов не устроил парламентариев, где основные макроэкономические показатели носят прогнозный характер, так как строились на оптимистических умозаключениях правительственных клерков. Теперь вино. Разбила. 2 бутылки. 3. Пиши 3. Тем не менее, проект бюджета на 2015 год был принят в первом чтении подавляющим большинством голосов. Таким образом, на следующий год курс доллара, согласно данному проекту, закрепился на уровне 53 сома. Впрочем, как заверил Жомарт Атарбаев, аналитики прогнозируют в российской экономике изменение ситуации к лучшему и укрепление их рубля. Как следствие, станет легче и сому. А сейчас, мол, надо готовиться к вступлению в таможенный союз, основной договор по которому будет подписан уже 23 декабря, после чего наши сельхозпроизводители могут поставлять экологически чистые продукты во все уголки необъятного таможенного союза. Как известно, собственным мясом республика обеспечивает себя только наполовину. Вторая половина компенсируется поставками из Поднебесной. Но это только одна сторона медали. Рынок рынку рознь. Сертификация, упаковка, налаживание новых торговых связей – все это тяжелым бременем ляжет на нашего сельхозпроизводителя. Да в такой ситуации легче станет выращивать мандарины или бананы, которые в Беларуси, кстати, имеют большой спрос. Создается впечатление, что наше правительство погрязло в собственных грезах. А на доме, чтобы был такой высокий бельведер, чтобы оттуда можно было бы видеть Москву. И там, на бельведере, пить вечерами чай на открытом воздухе. Самый большой корифей по части грез – это, конечно, первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Чего только стоит его мысль о чисто техническом процессе сбора биометрических данных граждан страны, который, с его слов, останется в истории. Кстати, непревзойденным мастером по части подчеркивания событий планетарного или вселенского масштаба, где каждый слог имеет сакральное значение, по сей день остается первый по счету президент Кыргызстана Аскар Акаев. В этом отношении делать из мухи слона Сарпашеву Акаева, конечно, не переплюнуть. Но не в этом дело. Дилетанты в правительстве – вот что пугает больше всего. Мы, наше поколение, хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное нами здание. Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества. Молодец, горжусь тобой. Бери девочек, дуй в кино. Но самая большая проблема – это пройти грядущий зимний период, где на горизонте уже замаячила угроза энергетического кризиса. Впрочем, чиновники не теряют надежды. Поставками электроэнергии обещал помочь богатый Казахстан. Ждут у моря и дождливую погоду, которая доверху должна заполнить Токтагольское водохранилище. Впрочем, об этом более подробнее в наших мультяшных параллельных новостях. До свидания! See if I can't unwind. So come on down south, I can meet some friends of mine. Здравствуйте. Это параллельные новости. У нас в гостях новый министр энергетики Кубанычбек Турдубаев. Здрасте. А почему вы в арестанской одежде? Это такой имидж.
Ну ладно, поговорим о другом. Если у нас нет своего электричества, то по какой цене мы будем покупать его у наших соседей? Важна не цена, важны отношения. Это я понял, когда был под следствием. А какие отношения должны быть с правительством, которое повышает стоимость? На общак переть не стоит. И вообще у меня сейчас свидание с моим бывшим шефом. Привет. Здорово. Ну чё, как делишки? Терпимо, брат. Кончай выделываться, я тебя вижу. Братка, как наполнить токтогулку? Позови шаманов, пусть танцуют и вызовут дождь. Нет, не получится, в прошлом году пробовал. Тогда китайцев, их много, они-то смогут наполнить токтогулку. Heading on up south, I'm gonna see if I can't unwind.